Пасля перамогі кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі пытанне аб выхадзе сусветнай імперыялістычнай вайны стала для маладой савецкай дзяржавы пытаннем жыцця і смерці. За мір народам России давялося заплаціць цаной страты вялікай тэрыторыі і ўзяць на сябе выкананне абавязательстваў па брэсцкім мірным дагаворы. Владимир Ильич гаварыў: уплата кантрыбуцыі цяжкае бярэмя, але ўжо першым узносам мы не толькі вяртаем многія тысячы рускіх дадому, мы прымушаем немцаў адысці за Беразіну і такім чынам вызваляем значную частку Беларусі. Нязносна цяжкія ўмовы міру, але ўсё ж гісторыя возьме сваё. Будучыня, нягледзячы ні на якія выпрабаванні, за намі. Нехай живет советская Россия! Солдаты, вас подпевают на беспарадки, якія могуць зрабіць яшчэ больш цяжкім ваше становішча. Не паддавайцеся на правокацыі. Доведены голодом до роспачы, з лагера ўцёк солдат Тимофей Каданович. Яго зловили и сёння на досвідку расстраляли. Мы обурены расправой над нашим товарищем. Мы протестуем перед миссией Червоного Крыжа. Мы просим миссию довести этот факт до урада Советской России. Это правда? Так. Названный солдат утек с лагеря, але его не расстреляли. Мы маем спестки пограничных улад, что и он перешел датскую межу и был интернирован датскими уладами. Брэша, подлюга. Я заявляю вам это с усей отказностью офицера армии его императорской великости. Факт расстрела могут подтвердить полонные французы лагеря Капель. La mission fera un rapport au conseil d'administration sur la situation dans le camp. Миссия доложить у совет правления в становище у лагеря. Але я повинен вас попередить, пан полковник. Хлеба! Кас-кас-кас. Яны просять хлеба. Люди от голоду тратять розум. Яны уже забылись, что такое хлеб. Вось клен.
Листья его съели полонные. Перекладите, коли ласка. Il dit que les prisonniers russes mangent les feuilles. Яны ядуць лісце? Гэтыя варвары могуць усё зжерці. Нас з вами адзін аднаго. Ле комендант! Месье ле комендант, я протестую! Я протестую супроть такого выходжання з маімі суайчыннікамі. Гэта недапушчальна ў любы час. Гэта недапушчальна асабліва цяпер. Заключаны мірны договор России с Германией. Гэта ганебна, бесчеловечна. La Russie ne fait rien pour nos fonds. Alles rein in die Kasernen! На этом ваш удел в работе миссии закончены. Macht schnell, Leute! Dalle! Monsieur le colonel, vous savez très bien que le nouveau gouvernement soviétique Пан палкоўнік, Расія не ўносіць сродкаў у наш фонд. Нам вядома, што новы рускі ўрад канфіскаваў маёмасць рускага таварыства. Гэта дае падставы думаць, што ўрад пана Леніна не жадае прызнаваць міжнародную арганізацыю Чырвонага крыжа. Панове, вас як і мяне не павінна цікавіць палітыка. Я дамагаюся аднаго, дапамогі гэтым няшчасным. Будьце ж гуманныя, панове. Успокойтесь, Николай Петрович. Николай Петрович, вы офицер, имеете большую свободу. Поможите нам связаться с нашим урадом. Ваш урад растоптал международные обязательства, и ваш Ленин... Ленин заключил мир и уратовал сотни тысяч таких, как мы. Спыните, унтер, свою агитацию. Голубок, я роблю все магчымае, але сердце у іх чэрствае. Вы можете идти. Пан подполковник, прошу за мной. Не забывайте, унтер, вы не в большевистской России. Россия наша родима. Хіба вам не хочется вернуться туды? Говори о звездной ночи, о березах, об осинах. Говори, о чем захочешь, лишь бы только о России. Дьявол, тут можно просто удавиться. Лишь бы только за беседой. Послухайте, хвощ, перестаньте скуголить. От чужбины говори мне о соседях, говори мне о Будем молиться, панове, будем молиться. За что молиться? Молитесь, Лукашевич, за поэзию. За упокоение святой души. У минулую ночь, панове, в солдатском лагере померло 7 человек. Помолимся за них. Чым больш гэтага быдла падохне, тым лягчэй будзе навесці парадак у России. Як вам не соромно? Кому вы жадаете смерти? Вось уже сапраўды. Вы русский офицер, дворянин. Нядобра. Нядобра атрымліваецца. А тое, што гэта свалата... Вы не можете их так называть. Панове, не трэба. Гэтая свалата на маіх вачах узняла на штыкі батальённага. І гэта самая свалата. Вы б лепей прытрымалі язык. Тут есть сын старэйшы за вас. Панове, рыхтуецца чарговая партия для обмена. Голова за голову, чин за чин. На наш блок 1 человек. З немецкого боку лейтенант. Я? Але счастье выпало вам, прапорщик Лукашевич. Віншую. Я?
Я! Oh, du verdammte Scheiße. Dann müssen wir unser Spielchen für eine Weile wieder besprechen. Ich hab schon überprüfen, was gibt's da überhaupt zu überprüfen. Сочинники. Здорово, Здорово, братки! Привитание. Сюда! Отстал я от своей команды. Замучила немчура. По этапах передавали со станции на станцию. Слава тебе, Боже! Отмучились. Послухайте, прапорщик, зніміть погони. До зустрічі! Валяй, хлопці! Подиходь! Усім хопіть! А ну давай, спаливай! Прямой мене! Ну что, прямой! Возьми, реши! Данила Епифанович! Спирт! Давай! Товарищи! Товарищи, все на митинг! Все до меня! Чапляйте, а я пройдуся покуль. Бачу, якое веселье! А ты уже и сюда посел. А ну-ка бочку на место и тем же манером. Да ты скажи, комиссар, и что мне уже жить Ой, треба? гляди, губатый, ты у меня доскачешь. Да не я один, вот Иди бочку на место! А ну бочку на место, кому как. Чему спирт не на складе? Давай, кучей, кучей. Чему нема охоты? Эй, бочку давай. Высветли, так пойдешь. Ай, что? Куды разбеглись? А ну, сливай спирт, громадяне-грабежники. Давай будьте на место. И ты тоже. А ты куды, голуба, полез? Ну, куды? Глянув лихий офіцерик. Землю целує.
А ці разумеючыя я настала. Зямелька гэта. Погону не знял. Гад. Пойшов! Давай. А ну, давай. Зразумее. Падымайся, Сымон, камісар ідзе. Зюзя. Под арешт. Упагавсь його. Возьми, Степа. Оп. А ну от паровоза! А ну от паровоза давай! От паровоза п'ять распутная! А ну пусти паровоза! То про здоровье, Данилий Епифанович. Яну Карловичу мое шанование. Здорово, Свиридов. Привітання, комісар. С проездом. Контрибуция? Не, на гэты раз эшелон спецыяльнага прызначэння. Хлеб для наших военнополонных у Германии. По особистому указанию товарища Ленина. А кайзеровцы не перахопять? Здорово. Не атрымаецца. Вось, миссии Червона крыж адрасуем. Нашему представнику в Берлине телеграмма пошла. И он там и прими эшелон. Ты тут просачи за оформлением и передачей и прими все меры. Эшелон повинен пасти як мага хутчэй. Мы вітаем вас, народной земли, на сняважной, знявеченной, растоптанной германским потом, але не сломанной нашей земли. Тяжко нести ей, нашей родиме, мир с Германией кайзера. Коли над нами червонее зарево сусветной революции. И коли любое погоднение с буржуазией кладется тяжким грузом на плечи шмат Сыночка, не бачили моего. хлебороба. Петра Струка. Товарищи, дорогой ценой платить красиво за вашу волю. Сыночка, не бачили моего. Але германским империалистам гэтага мало. Им дай еще. И знаходятся люди, якія платят контрибуцию супостатам. Гэта болюче, товарищи. Гэта... Позвольте, а вы кто будете? Я? Член ЦК партии левых эсеров. Прибыв для удела советско-германской комиссии. Мандат? Але даруйте, кем з'являетесь? Дозвольте. Дякую. А я комиссар станции Орша. Соловья байками не кормят. Правильно я кажу, братва? Так, правильно. Петров, что у нас у порядку дня для товарищев с полону? Лазня, товарищ комиссар. А веники? Розовые? А не вжешь? Что ж, давай, братва, у русскую лазню. А ты, Петров, пары поддай. Да як найбольш. Зробим. Правильно я кажу, товарищ? А? Правильно, правильно. Пары наиболее. Напра! А! Ты кто такий? Ви мені не тикайте, мені треба. Куди тобі треба? Мене тут батька, телеграфістом працює. Як прозвище? Лукашевич. Нема тут таких. А ти що за гусь? Откуль прилетів? Я вам не гусь. Пошли со мной. Вилькин. Пардон. Оттягнися. Товарищи, не вставай. Веселей. Не. Заходь, хлопцы. Давай. Юлия Аполлоновна, привитание. Давай, товарищи, давай. Заходь по одному, не бойся. Иисус стрела. Заходь, стоп. Так, братка, шумять эсеры. Злетелося їх у Оршу, як варання. Гэта яны да з'езду Советаў. Цяпер да дыспетчера Нітковскага, ты яго ведаеш. Разумела. Трымай вуха востра, камісар. Для іх гэты эшалон, што тут сказырн. Гэта правильно. Степан. Ага. Хлебному эшалону узмоцненую ахову, палонных і мяшочнікаў на Смоленск без затрымкі. І наогул трымай вуха востра. Прывітанне перадавай да Вашчынкі. Смоленскім? Комиссар, вот тут субъект подозренный. Разберись, а? Субъекты давай. Давай. Не, Ян Карлович, так справа не пойдзе, так не сумленна. А мне прости. Пароўну дык пароўну. А мне простей достать. Спынюсь ля вёсачкі, вынесу бетончых газов и готово. Ёсць клеп и до клепа нешта. Вось я тебе калі-небудзь арыштую за твою коммерцию. Ну, голод не тетка, усяму навучыць. Прапор. Ведаю. Куды шлях трымаеш? Я аршанин. Не один здесь. Мясцовы? Додому вернулся, значит, есть чем помешавать. Сядай, знакомиться будем.
Так я пайшоў, Даніле Епіфанович. Счастливо. Чей будешь? Мое прозвище Лукашевич. Чему меня арестовали? Вы все ж таки обдурил, старый. Есть хочешь? На. Ты бери, ешь, не соромися, бачу, что голодный. Ну бери, бери. Там у лагерах солдаты мрут з голоду. Так, буржуи, брат, не накормять. Наколькі мне вядома, чырвоны крыж ануляваны. Бальшавікі не выконваюць свяшчэнных абавязательстваў. Ты давно дома не был? 2 гады. Вунь, бачишь, эшелон стоит. По указанию товарища Ленина 30 тысяч пудов хлеба для полонных. 30 тысяч пудов контрибуции? А нелегко, скажу я тебе, отрывать гэты хлеб от голодного пролетариату. Дозвольте быть свободным? Нелегко. Иди. Прыйдешь до дому, перш-наперш погоны здымі. Не. Я присягал. Кому? Цару батюхну? Я присягал России. И потым. Хіба рэвалюцыя не дае права асабістай свабоды? Рэвалюцыя? Яна дае такое право. Але папярэджваю. Калі яшчэ раз убачу, буду расцэньваць гэта як свядомую правакацыю супроць рабоча-сялянскай улады. Улічы, браток. Darf ich ein? Ich habe etwas sehr Wichtiges den sowjetischen Behörden mitzuteilen. Bitte. Sitzen. Danke. Ich habe etwas sehr Wichtiges den sowjetischen Behörden mitzuteilen. Ага. Вось чорт паслаў свайго перакладчыка ў горад. Ён кажа, што мае важнае паведамленне для савецкай улады. Важнае, кажаш? Эркамісар Герци. Ты што сказаў? Я кажу, што вы слухаеце яго. Ага, ну так. Але май на увазе, калі гэта ваенная тайна, разумееш, мір мірам, вось тут ты сваю прасягу России і захоўвай. Bitte sprechen Sie. Ein Beamter eurer Übergabekommission, Чиновник вашей передаточной комиссии, so hoch von Wuchs, Гэткі высокі, in gelben Stiefeln, у жовтих ботах, verkauft unsere Heeresleitung Waggons. Wie bitte? Verkauft unsere Heeresleitung Waggons. Продає німецькому воєнному управлінню вагони. Weiter? Übergibt 10 Waggons, unterzeichnet aber die Rückgabeunterlagen für 7 oder 8. Передає 10, а накладную на зворот подписывая на 7 чи 8. Das hat wiederholt gemacht. И так не один раз. Die deutschen Eisenbahner sind empört. Немецкие чугуночники обураются. Ja, das ist doch eine große Niedertracht, die eigenen Mitmenschen zu plündern. Это же великая подлость рабовать своих. Darf ich gehen? Что? Ён пытается, ці можем мы пайсці. А, ну так. Данке, товарищ. Bitte, bitte. Auf Wiedersehen. Степан! Хто у нас у жовтих ботах ходить? У жовтих? Ну. Двадцять другий, 23-й. 22 быццам... День добрый, Аполлон Кириллович. Горбач?
Откуль ты взялся, бандюга? Навошишь так грубо, товарищ Нетковский. Мы с вами члены одной партии, социалистов-революционеров. Только вы взяли крыху левей, а я больше права. Ну и катися себе направо, знайшов себе товариша. Керенський тебе товариш. Не плюйте в колодеж, Аполлон Кириллович. Між іншим, по тебе чека моцно занудилася. Дякую за невину, за гэта вам привітання від майора Брауна. Ось ким ти право знюхався. Пойдем поговорим. А вы? Я по службе. Я по службе. Кому ты служишь? Я партия социал-революционеров России. Ну, а вы большевикам, але я ведаю, як вы им служите, и немцы ведают. Ты что ж, меня шантажировать? Не, я разумею, что все гэта вы робите по політичных меркованиях. Так, я чистый перед революцией. А у тебя руки у крови, бандюга. Не будем свариться, Аполлон Кириллович, тем больше, что мы спотребимся один одному, бо у нас с вами один ворог. Ну, скажем инакше, политичный противник. Пошел ты. Мое прозвище Княжич, Иван Княжич, Звездный Княжичи, вернулся с полону. Но передавайте поклон Юлии Аполлоновне. Я все еще не покидаю надеюсь стать вашим зятем. Потребно мне такий своячок. Боже мой! Нарешті, Сашка! Дали Бог! Ніхто не вірив, що ти вернешся. Мама навіть молебен заказувала. А я ведала. Я серцем відчувала. Боже мой! А мне машинист сказал, а ты ж. Я бегу кинула все и раптом убачила тебе. Со спины познала. Сашечка, як добре, що ти вернувся. Милый мой, ти так змінився. Бог мой, ходим худшую аппаратную, я отпору погоны. У нас же их не носит. Хіба ты не ведал? Юля. Почекай, Саша, дай закончу работу. А у нас все по-новому, не познаешь. Тебе тяжко прийти спочатку, але я помогу. Вань, бачиш эшелон з хлебом? Гэта Ленін за доброго і кайзера. Шкода? Яны нелегко достались мне. Глупство, Саша. Атрибут монархизма. А ну, марш гетуль! А ты что тут робишь? А я тут працюю. А де батька, что з ним? Ах так, Саша, ты ж ще не ведаешь. Не, Сергей Иванович живы здоровый, але його дрэнна з вачыма. Мама. Шурик. Мамочка. Сынок. Дякую, сын. За что? За радость, якую ты нам принес. Я боялся, что не дочакаюся її.
Надя. Синок, хто зараз тримає служанку? Самим їсти нема чого. Перед тим, як пайсці на фронт, Саша заручыўся з Юляй. Больш 2 год трывогі, чакання, роспача неведання, але жыла надзея, жыла любоў у маладых сэрцах. За веру, за надзею, за любоў. Дякую, папа. Ну, маці, без Бога. Ты можешь без Бога, а я с Богом. Ешь, Саша, и выпить маешь право. Сегодня ты можешь напиться. Выпьем мы за Юлю, Юлю дорогую, а покуль... Я вам скажу, что ситуация абсолютно ясная. Орша переполнена беженцами, былыми полонными, беспрацоўными. Сялянство змученное. И вось на очах разлаваных голодных людей, цераз Оршу ідзе хлеб у Германию эшелон за эшелоном. Вывод напрошивается сам собой. Эшелон не повинен пройти в Германию. Аполлон Кириллович. Так? Слухаю. Для початку карты в ваших руках. Максимально затрымайте передачу документов на эшелон. Да. Камісар распарадзіўся сёння за ноч оформить документы. А у меня гости. О, да. Сегодня гости. Завтра похование. А тем частым снимайте народ. Голодные люди пойдут на все. Боже мой, да яны на рейки лягут. Добре. Хлеб повинен застаться в Орши. Раздайте голодающим, кому хотите. Что, коли поднять нашу дружину, боевую, левоэсеровскую, и силой? Это мы поставим себе поза закон. Большевики обвиновать нас у контрреволюции. Ну, ведаете, контрреволюция, ганебный мир с кайзером, и мы повинны сорвать его. Зусім правильно, сорвать ты злочинный, ганебный. Значит, вы пропонуете разграбить эшелон. Вы разумеете, что вы говорите? Это ж бой. Большевики будут биться до апошняга патрона. Яны падымуць супраць нас счастье завесы. Але пора дзейнічаць, товарищи, рашуча дзейнічаць. Не горячитесь, вы, Аполлон Кириллович. Ваша правда. Большевики будут стрелять. И треба примусить их стрелять. Так. Полищук. Василь Платонович. Что так? Поза фракцией. Можем музыку поставить? Можно. Дякую. Коли ласка, дякую. пойдем. Хай не дружина. Пад Оршай ёсць узброеныя сялянскія атрады. Ты ведаеш, каго я сёння сустрэў? А не, аднак ты не ведаеш. Княжыч, Иван Княжыч. Кто это? Правый эсер, селянский лидер. Бандит, значит. Покиньте эту большевистскую терминологию. Селянский лидер — это цікаво. Только дурные отмовляются от выгодных союзников. Блокироваться с бандитами? Дагэтуль нашим союзником была большевистская фракция. Так. Дагэтуль. Але сёння пачаўся з'езд Советов, где наша партия даст бой Ленину по пытанию Адмиры и по комбедах. Скажу более. Мы готовы на крайние меры. Так вось. От имя ЦК я загадываю. Хлеб повинен застаться Орши. Затрымлівайте оформление документов, агитуйте людей, але осторожность. 1000 раз осторожность. А где это наши серьезные На сегодня гости? все. Ну, Юленька, ну что, детятка, ну что? Ну, покиньте наши секреты. Идем, прошу вас, Сапраўды, мы прошу, забылись. прошу. Я Зусім забылись, что там нас чекает цудовная вечера. Вы что ж, супроть решения нашей партии? Нет, я супроть беззаконности. Народ повинен взять свой хлеб. Вы это разумеете? Так, я это разумею. Революционная война. Вы воевали? Ох, Саша, я не познаю тебя. Так выпьем же, товарищи, за сусветную революцию. А революция знищає сім'ю. Як? И любови не будет? Любов будет. Капелюш дыми. А ведь семейное гнездо революционеру не до твару. Не-не-не-не. Я за семью. А вы гнили у окопах, у пінских болотах. А як люди от голоду мруть. Бачили? Хутка ж з вас видихся патріотизм. А хіба
Не вы кричали «Ура»? Рамка, ты бестактовна. Да. Ты же не дворянин, Саша, ты подай, что пролетарий. Твоя дорога разом с нами, с революционерами. Нам пора. Яков Петрович, ну что? Я рада был познакомиться с вами. Аполлон Кириллович говорит правду. Хлеб для полонных – это кощунный подман. Спекуляция на становище ваших товаришов по несчастью. Дякую Богу, вам удалось вырваться. Віншую вас. Желаю счастья. Дякую. Яков Петрович, Юля. вы вельми рано нас. Всего доброго. Ну что ж. Мне шкода, мне шкода. Щиро дякую. Заходьте до нас, коли Дякую. Дякую. Не пьяный. Кто тебе сказал, что ты не пьяный? Ты пьяный. Музыки. Хочешь? Так. Зараз. Вы героя забыли, а? Не треба, Аполлон Кириллович, Саша доволен. Нет, дорогая Ганна Павловна, Саша герой. Прошу вас. Мы выпьем с ним за верность России, за полную перемогу над германским империализмом. Ура! Что ты робишь, Саша? Гады. Гады. Набокал же люди, Саша. Ну, мамочка, ты... Егор Львович тут съехал. Саша! Что это? Горелка. Чья откуда? Аполлон Кириллович в имени у немцев. За вагоны. Какие вагоны, что ты плетешь? Смените боты, патриот. Юля, Ганна Павловна, выведите его, и он пьяный. Сынок, Мама, ходим додому. ходим, милый, ходим домой. А где Юлька? Юлька! Пошли! Жизнь пьянь. Заберите его спать. Грандиозно. Віншую вас зятем. Я сказал тебе, что ты... Что робится, а? Туди, паровоз же не прицепили. Так, ты куда ты бежишь? Скорый на Смоленск отменяется. Саша, ну як у нас головка? Не болить, а? Юля, я поеду зараз у Москву. Слухай, який ти наївний, потрібен тобі гэтий Аполлон. Юля, даруй мені для Бога, я вчора нахамів. Саша, милый, ну хіба не розумію, милый. Ты столько покутывал. Саша, ты забудь, Сашечка. Нет, ты ведаешь, я все-таки никуда тебя не отпущу. Ну, Саша, один же ты ничего не добьешься, это ж политика. К черту політику. Теперь им кроме меня никто не поможет. Саша, я тебя не познаю, чему ты грубый? Юлия Аполлоновна. Нелогично, Саша. У жонки революционерки раптом муж обыватель. Что скажут люди? Добрый день, Юлия Аполлоновна. День добрый, товарищ Степан. Тут ось телеграмма. Юлия Аполлоновна, я до вас и шел, на улице такая спека, и весь его прояву по мешканию, ну просто кривдно. Товарищ Степан, познаемся, это мой жених. Ну, зрозуміло. Товарищ Бызин, Ась, кветочки сгубили. Товарищ Степан, это вы мне? Да не, Юлия Аполлоновна, это я иду вздовж полотна, яны стоять для жук, элеватор. Думаю, пустозелле быцем, непорадочек сорвал. А тут такие обставины, пассажирский на Смоленск отменяется. А чему? Спецрейс у Германию. До побачення, Юлия Аполлоновна. До побачення, товарищ Степан, до побачення. Велькин? Я. Я. Ты где повинен стоять? Тут. Ну, ось тут и стой. Громадяне, почекайте, что вы робите? Хочу тебе супокоїть, що поміж і мною любов немагчима. Бачиш, у нас зим різні політичні платформи. Навіщо ж ти у їх працюєш? А ми не працюємо, ми супрацовничаємо.
Супрацоўнічаеце. Тата сказаў, што ніводны эшелон з хлебам у Германію не пройдзе. Як не пройдзе, калі ён гатовы да адпраўкі? Не дам! У меня дети голодные! Муж с войны не вернулся, не дам! Не! Покажите доведку. Не! Не? Якую доведку? Доведку. Якую? От рабочего комитета на провоз хлеба. Да что ж это за рабочая влада? Проклятьте на вас! Спекулянтка, посадить. Ой, Что тут обзывается? Спокойно, громадяне! За что садить? Тихо! Тихо! Покиньте її, кольки належать. Хай вязе деткам. Вось добрый человек знайшовся. Дякую вам, дякую. Мы ваш хлеб себе не берем. Кали! Будешь хлебом Лежу в не будем Германии заявить вам. 30 000 пудов. Наши дети от голоду пухнуть, а ты хлеб буржуем прешь. Что? Хіба гэта тайна? Калі ў людзей адбіраюць хлеб, хіба яны могуць зразумець? Ты аб гэтым падумаў? І ім усё гэта растлумач. Твой абавязак растлумачыць, мой забараніць. А, прапор, ты таксама ехаць сабраўся? Няма ў мяне паравозаў? Няма? Я не веру, что хлеб для полонных. Тихо! Спыніце беспарадкі. Я гэтага ў гаспадарцы не люблю. Уник теперь с людьми! Вось, размовляю! Эх, ладно! Товарищ матрос, что ж это такое? Братки! Пол России германцы отдали, а теперь бачите, какие хлеба прут супостату! А ты у империалистичную войну, что там с Россией проходит? Вот что, громадяне, каб выратаваць савецкую Россию, и трымаем мы гэты цяжкі груз договора с Германией. И будем трымать. Купляемся хлебцем, а их бить треба. Любой ценой. Ты откупляешься, голубан, а нехай он про хлеб скажет, про А что до эшелона с хлебом? Правильно, иди он у Германию. Чорт би його побрав, гэты договор! Але для кого? Вот у чым соль. Буржуем бедома! И комиссара слухай тут. А иде он по указанию товарища Ленина, бедствующим там военнополонным. Комиссар, это неправда. Вот тут некоторые думают, что комиссар байку травить. Кто вас разберет? Кто каже, за мир откупляемся, кто для полонных? Боится правду сказать. Кольки суток сидим, вось яна правда. Дозвольте растлумачить. А правда у тым и есть, что контрибуция это одно, а хлеб для полонных это зусім іншае. Нечто не зразумел. Я тому гэта кажу, каб зразумели вы цяжкі для нашей республики момент. Ну что мы разумеем, только хлеба шкода. Тому что ведаю, что сярод вас есть простаки, якія вераць эсэраўскай балбатні. И затюканная мироедами беднота. О шапцы свистуну! А то просто шкурники. Контра, карацей кажут. Правильно говорить, комиссар. Все, пытание высветлено. Не зусім. Долой провокаторов! Эсеры завжди воду каламутять. А табе прапор особенно растлумачу. Ходим. Офицерик достукался! Свідомость треба мець, вам кажуть. Свідомость, розумієш? Отправим, громадяне. А ну, осади. Всех отправим. Осади, комиссар занятый, говорить. Я чего ты жениться собираешься? Спокойно, громадяне, товарищи, все поедете. Поезд уже вышел с депо, вам объявят. У тебя что, лишние уши завелись? Я тебе их побрываю. Добрый день, усім. О, здравия жадай, товарищ комиссар. Вельми рады вашему наведыванию. Ну, что там за эшелоном? Оформляем, Данила Епифанович, оформляем. Половодите, я вас просил оформить ночью. Ну что же робите, разумеете, немцы потребуют аккуратности на двух мовах.
А учора з палону вярнуўся жаніх маёй дачкі, Сашачка. Ну, самі разумееце, падзея, трэба неяк адзначыць. 2 гады чалавек пакутваў. Давайте накладные. А навошта? Да помогчи хочу. Вы что ж мне не доверяете? Где документы? В работе. Кто оформляет эшелон с хлебом? Баста, кончайте эту волынку. Документы. Погражаете? Вельми добро. А я, між іншим, сюди не вами призначений. Ну, хутка! Ты не кричите вы на меня! Возьмите, коли вы только что-нибудь в этом зразумеете. Вой, значит, як ты их оформляешь. Ничего, разберемся. Разберемся, товарищ Ивашин. И попередживаю, я зараз же иду в совет. Давай. Тое, что мы с вами разыходимся по некоторых политичных пытаниях, не дае вам права кричать на меня вось так. Ну, о політичних разноголоссях я с тобой пасля погутару, товарищ. Акты давай. Які акты? На вагоны. Який вагон? Ну, ты сам ведаешь, на якія. Пробачте, за який час? Ты мне акты давай, а не час. Усе акты немагчыма. Да вы уявляете себе, яка гэта работа? Ну и попрацуй. Что за тон, товарищ? Кошмар. Коли до завтра не зробишь, я тебе у дугу согну. Я категорично заперечу. Я поставлю гэта пытанне. И он меня, бачите, у дугу согне. Потопали, братка? Віншую вас, прапорщик. Комиссар! Комиссар! Поможите мне добраться до Москвы. Чего это тебе в Москву захотелось? Я повинен рассказать об наших военнополонных. Рассказать. Там ведают. Антимонии разводить во все майстры. Ты вось лепш тут, на справе поможи своим товарищам. Тут? По-перше, я бахову змацню. Чому? Ты чутки розные ходять. Какие чутки? Голодных на станции много. И на угол. Так. Голодных много. Эй, Чижик, ходи со мной. Вот что. Поможи документы оформить, а потом уже в Москву. Який-нибудь эшелон попадется, отправи. Вось, Александр, тебе стол. Сядай, разбирайся. А то я у гэтых паперках не вельмі спрытны. Увогуле я подобными перакладами не захапляюсь. У нас, ведаеш, много сяго таго было ў першы раз. Я, товарищ Колесник. Зараз? А что там за эшелоном? Ну, вот я и разбираюсь за эшелоном. Саботируют, подлюги. Так. Ну, кто? Нитковский? Кто же еще? А, ён уже у вас? Ну, добро. Я зараз приду. Угу. Вот что, Александр. Так ты давай тут покуль без меня. Ты чего это крыешься? Да так, ничего. Ну, проглядывай тут, за господаркой. Ведомая справа.
Эй, Чижик, ты где? Ага. Тримай. Ты чей будешь? Ничей. А мать с батькой где? Померли, царство им небесное. Ты на паровоз машинистом не хочешь? Не, я не люблю чугунку. А что ты любишь? Я хлеб люблю. Ну, хлеб усе любят. А вось по душі табе. Что? Вось, напрыклад, я марак. Ты мора бачыў? А что такое мора? Ага. Не бачыў, значит. Не. Мора гэта... Это... Мора. Ай, дядюшка, давайте я вам лепш запою. Я песен ведаю 10 раз по 100. Ти на пузе потанцую. Эх, ма! Не бачу, значит. Мора гэта... Музыка. Я уже не кажу об тым, что такие методы опошляют завоёвы революции наогул и социалистичной у прыватности. Диктатура так, але не диктаторство. Мы протестуем супраць пагрозы зброі товарищу Нітковскому. Это по-першае, а по-другое... Я пропоную членам левоэсеровской фракции покинуть посаджение и заявляю о своем выходе с советов. Прошу оставаться. Пошли. Треба бить по всех пунктах и адразу. Ты арестовать их, чертовой мати! Обрыдли их протесты! Киньте, вы не влазнуете. Не горячися. Рам, ты застался за старшиню ЧК. Докладывай обстановище. На полную силу. Так. Табе трубач добрый патрэбен? Вельми потребны, вельми. Ды не, яго яшчэ трэба вучыць. А, я думал, что... Ну, гэта хлапчук такі, я яго добра ведаю. Хлопец во. Ну что ж, хай приходит. Хай прыходзіць. Ну, дзякую. Дзякую. Нема за что. Хай приходит. Дзякую. И одинство. Усё астатнее выражется на з'езде запаўняева. Есть больше докладное слово. Самоуправство. Вот яно увасабление улады. Хай яны цяпер паспрабуюць абысціся без нас. За порядок на станции отказываешь ты, комиссар. Давайте разойдемся на обед. Здорово, братва. Здорово. Здорово, Василий. Здорово. Закуришь? Закурим. Чагосьці вы засумовали, а? Справы. Чего же ты маузером размахался? Размахиваться розумом треба. Так ты мне всех спецов разгонишь. С Нитковским вы что не поделили? Жулик он, а не спец. И не размахивался. Так припужал трохи. Ты вось припужал, а по городе чутка пошла. Кажут, что эсеры хлеб народу хочет отдать, а большевики им за это расстрелом погрожают. Чего ты с гэтым эшелоном тягнешь? Да заразумей ты, голова твоя садовая. Мне перед паўпрэдам докладываться. Немцы с передачи полонных тягнуть. Чырвоны крыж свае запыты шле. Дипломатичное тренне. Вот что значит твой эшелон. Чего? Тренне. Ну, бас, Дмитрич, будет. До завтра эшелон отправим.
Продолжим, товарищи. Банда гэта яшчэ не ўсё. Горбач об'явіўся. У цябе на станцыі яго бачылі. Чула моё сэрца. Якія будуць прапановы? Я прапаную узмацніць ахову асабліва важных аб'ектаў. Справу гаворыш? Харчовыя склады, ды мала ці што. Мне на станцію не менш узвода трэба. А? Навіцкі. Ну чакай ты, Івашенко. На пошту і тэлеграф трэба. Колькі? Чалавек 20. Копіць паўзвода. І ў банк трэба. Не, агаліць граніцу не маю права. Пошли, Новицкий. У банк обовязково трэба. Мне хоть по узводика, Новицкий. Вунь у яго прасі. А ты справишься своими силами. А коли не справлюся, у меня стоит эшелон с хлебом. Ячейку мобилизуй. Подыми рабочих депло. Товарищи, гэта ўсіх датычыцца. Ніводнага чырвонаармейца з дэмаркацыйнай лініі зняць нельга. Учора пад сянно з правакацыйнай мэтай з нашага боку была абстраляна русско-нямецкая змешаная камісія. Паранены нямецкі афіцер. Ледзь супакоіліся. Немцы заявілі пратэст і ўзнялі па трывозе свае часці. На помощь товарищу супротив наших проблем. Слухай, Миха, ты мне подкинь один кулеметик, а? Я его на водонапорную сверху поставлю, на всякий выпадок. Данила, у меня всего только полк. Полк, ну, разумею. А супротив меня целая дивизия. Значит, домовились, так? Горбач и княжич одна особа, наколькі я разумею. Так. Перестаньте вы дрожать. Признаться шчыра, я так боюся. Рам. Рам нічога не павінен ведаць. Улада бальшавікоў вісіць на валаску. Вечер добрый, Аполлон Кириллович. Чего ты кричишь? Вечер добрый. Выбачайте, не ведаю имя по батьку. Мы будем говорить с вами как члены адзінай партии социалистов-революционеров. Прошу вас. Я маю намер обмерковать с вами магчимость объединения наших сил. Боже мой. Командир твой, ці што? А? Чаго гэта я навязаўся? Якая мне ў тым карысць была? А моцна выпіць захацеў. Хацеў, да я не хацеў. Бо ж чомусьці дазволіў сабе. Як думаеш? А гэта я, браток, табе не скажу. Сам разгадывай. Вядома, бабахне мяне. Як думаеш? Ён? Абавязкова. Похмелиться пришел. Чорт побыл-то, товарищ комиссар. Ну вось разом с чортом и пойдешь в расход. Слухаюся. Да почакай ты, дурань. На той свет поспеешь яшчэ. На першы раз дарую табе з прычыны поўнай тваёй несвядомасці. Иди з вачэй прэч. Рады стараться, товарищ комиссар. Ну-ну-ну, ты гэта мне кинь, рады стараться. Степан. Ась? Отдай гэтай салацы вінтоўку. Чакай ты. Чаго? Дзіўна ж атрымліваецца. Выходзіць, я несвядомы? Як думаеш? Выходзіць. А калі ты несвядомы, ты есть хто? Хто? Дурань. А дурня водзяць, куды хочуць. І вось таму выходзіць, што ты сам сабе не гаспадар. Адсюль значыцца, што ты баласт на шыі працоўнага пралетарыята. Зразумеў?
Дивно. На немецкой. Угу. Ну что ж, справа, здаецца, ідуць. Яшчэ много засталося? До раніцы паспею. Трэба паспець. Поспеем. Я ось тут табе харц доставил, подсилковайся на здоровье. Дякую. Степа, ась, чаек забеспечь. Готовы. Ну, а я покуль у полк прогуляюсь. Так. Давай. Ага, зразумеў. Ну, паглядзім, што Епіфанович прынёс. Степан, Што ты? Зразумеў. Я тут. Добра? Так. О, так. Так. Чай будешь? Угу. Ось сальце. Ешь. Эх, Александр, ішоў бы до нас працаваць, а? Не падыходзіць. А чого? У вас тут палітыка, а я палітыкай не цікаўлюся. Выбачай, як ты разумець? Захоўваю нейтралітэт, як гаворыцца. Які нейтральных зараз быць не можа. Імі толькі прыкідваюцца. Нейтральны зараз усё роўна, што вораг. Чаму? Ну як чаму? Па качану вораг і ўсё. Значыць, калі не за бальшавікоў, дык за эсэраў. А калі не за іх, дык за анархістаў, монархістаў, альбо яшчэ чорт ведае што. Ну а я за Расію, хіба гэтага мала? Сыраваты. Сыраваты па лініі палітычнай свядомасці. Сыраваты. Але ўлічы Александра, што нейтральны ён такі ж вораг. Зразумеў? Maschinengewehre Bereitschaft, melden! Усе ремонты покуль отменяются. Здорово, Гвоздев. День добрый, товарищ комиссар. Паровозы, якие на ходу? Здорово, комиссар. День добрый, товарищи. Паровозы, якие на ходу, и частку людей отправить на границу до Новицкого. О, Степан, ты так само злёты до Новицкого, там колесник. Спытай, что яны вырашили на конт нашего эшелону. Ага, ясно. Здорово, комиссар. Здорово, Михеич. Остатних под его командованием. Ага. Говорунов эсеровских и інших там болбутунов провокаторов и гэтких зими изолировать. Хопись, наговорились к килему душу. Есть! Товарищи, строиться! Давай, Ян Карлович, подгоняй свой самовар до эшелону. А тебе не рано, Епифаныч? О! Дэниел, в самый раз. Ага. Значит, я чекаю тебя для эшелона. Доброго. Як життя? Ай,
значит, не бачыў Кажашмора? Не. Ходи. Справа ёсць. Справа? Угу. Пошли. Чули новину? У Москве забили германского посла Мирбаха. Снова война, кажуть. Чуешь? Конец замирению. Значится война. Новая улада, ці что? Эсеры ці хто, але нам з гэтай улады не вянчацца. Наша улада советская, селянская. Вунь, большевики загадали кланяться. И Ленин так само? Значит, и Ленин. Да хопить браха. Хіба я брошу. Вунь, разяв уши, да послухай. Мы говорим, война! Война до полной перемоги студентной революции! Про войну! Ты лепш про хлеб! Скажу им про хлеб! Большевики хотят отправить хлеб в Германию! Снова окопы гнить! Ты что кричишь? Ты что, горлопан? Слухай, что говорят разумные люди. Большевики хотят отправить хлеб в Германию. Не будут ли наших полон? Я вас пытаюсь, яким Грандиозно. Ошеломляльный поспех. Як это вам удалось? Вы разумеете? Разумею, Аполлон Кириллович. И где же ваша славутая левоэсеровская дружина? Яе нема. Хто ж мог подумать, усё так нечакано, такие подеи? Не было. Як не было? Глухов где? У казарме. Бачу, розчирикався. Это хлеб раздадим голодающему пролетариату. А ну, громадяне добрые, разыходься! Нема ж вам слухать провокаційні глупства, коли революція в небезпеці. А ну иди сюди, вояка! Комиссар, эсеры в казарме. Ад імя савецкага ўрада прыношу глубокія спачуванні з выпадку трагічнай гібелі германскага пасла ў Маскве, графа фон Мирбаха. Савецкі ўрад разглядае забойства пасла як подлую правакацыю, вінаваты ў якой будуць строга пакараны, і выказвае сваю гатоўнасць выконваць замацаваныя дагаворам умовы, ахоўваючы волю рабочых і сялян да міру. Пан Браун, згодна дамоўленасці змешанай савецка-германскай камісіі па справах военнапалонных, мы готовы да перадачы эшалона з хлебам на адрес міжнароднай місіі Чырвонага крыжа і прапануем вам прыняць адпаведныя меры. Добра. Я доложу моему командованию о вашей пропанове. Товарищи революционные бойцы, у ваших руках лёс сусветной революции, лёс социалистичной айчины. Миллионы наших матерей, сестер и братов, стохнуть под ярмом германского империализма и чекают ваши допомоги. Надошла пора. Мы взрываем ганебный Брестский мир. Да зброй, браты! Рота! Ружо! Отставить! Боже! Направо! Казарму шагом марш! Навошта ж так? Взять! Товарищи и громадяне, цягнікоў сёння не будет, тому прошу всех разыйсціся. А ну давай скокни. Опа! Як справы? На конт эшелона? Ага. Ну, увогуле, Колесник сказал немцам отстукать, что мы отправить готовы. А за нами, мовляв, справа не стане. Все путем. Ясно. Сам дорогу знойдешь? Найду. А трубу мне дадут? Дадуть, дадуть. Скажешь от Ивашченки. И я? Во будет рубать. Александр. Ну что, Вилькин, стоишь? Стою. Ну и стой.
Добрый день. Добрый день, товарищи. Добрый день. Юлия, телеграфируйте немцам отправку эшелона. Вось, і усе з Москвы. Толькі я не ведаю, чаму по нашай лінії, калі ёсць цэнтральная. Сядайте, товарищ Степан. Нічого, Юлія Аполлоновна, постою. Степан. Ась. Колеснику. Ага. Колеснику. Ага. Колеснику для попреда. Хутка. Есть. Штосьці ў горадзе неспакойна. А де ваш батька, Юля? На посту. На якім посту? На революційному посту. Малайчина. Ты поедешь. Разом поедем до немцев, эшелон передавать. Ты им по-немецку, а я по-русски. Что, Саша поедет до немцев? Ну, як домовились? Кто там блазнує? Сдается ли эшелон, товарищ комиссар? Что? Папка где? Вось. Наш хлеб! Хлеб наш! Фу. Ну чего бузите? А ты, небось, не ведаешь. Хлебушка давай, хлеба! Губатый. Як деякое паскудство, ты тут, як тут. Гляди, достукаешься. А жерти дык усе хочуть. Я вас отправлю тебе куда треба, там тебе и накормят. Ну вот что. Забирай своих дружков и смотрите отсюда. Який отважный комиссар. Каб духу твоего не было. И вы так само, громадяне, разойдись! Разойдись, слабоните пути! Вот який командир знайшовся. А вон якую морду наел. Сам, небось, пирожки лопаешь. А что ему эшелон такие? Ага. А мне их с Питера горяченькими на аэроплане присылают. Дал бы один. Назад, гад. Поспробовать, га? Стрелять буду. У беззбройных. Ты я шпион германский. Пацук полосатый. А ну, братва, держи его! Дурный ты. Разойдись, громадяне. Разойдись, громадяне. И так уже много агидности. Бей комиссара! Не бойся, громадяне! Подыходь смелее!
тут! Петька! Слухаю! Отгрузи ему мешков 10, это мой товарищ по полоне! Зробим! За мной! Эй! Где ты там? Смелей, хлопцы! Давай отдыхать на депо! Ну я ж говорив, ахову узмацніть треба. Іди ти, заховуй свою. Паровоз! Отгоняй эшелон! Бегом! А ну давай мешок! Неси! Неси мешок! Сюда! Батька! А ну! Эй, мужики! Мужики! Хучай! Хучай! Что? Сюда давай! Сюда! Мешайтеся, хлопці! Мешайтеся! Учай, хлопці! Я не в час! Чекай! Откуда он взялся? Иван, Рыгор! Мать вашу, заткните ему горло! Закрой бомбу! Отключай! Не давай соплять! Данила Епифанович! Отгоняй эшелон! Отгоняй! Отгоняй, кажу! Эх, прапор.
Спокойно, Данила. А где ж папка? Выставена. А ну, навалитесь разом! Отдыхать на вас! Громов! Прикрыть! А Данила Епифанович где? Навежи! Я! Не стрелять! Дорого за хлебушек берешь, комиссар. Праз гэты эшалон колькі чалавечкаў угробіў. Сумление не мучае? А мяне сумленне будзе мучыць, калі я цябе адсюль жывым выпушчу. І гадзёнашаў тваіх таксама. Хана! Двойчы два! Атаман! Адыходзіць пора! Смолкни! Именем Всесветной революции! Запевай! Ты что, комиссар? Интернационал. Осторожно, братки, осторожно. Помалу, помалу. Ось так. Ось так, осторожней. Осторожно, братки. Ось так, так. А ну пошли со мной! Не смей! Отойди! Мы будем судить его. Именем революции. Нельга, товарищ.
нашим червоноармейцам привітання. Так. Эй, ты, а ну иди сюда. Ось уся мука, что на земле рассыплена, всю собрать. А гэта як теперь зберешь? А вось ограбил, так и збирай, долонькой. Это мать моя. Збирай, збирай, я проверю. Бери гэты. О! Взяли. Опа! Ну, бери. Ты полечил? Ну, тримай. Бери. Зачиняй. Вы там марку тримайте. У меня все, пломба, я кажур. Документы в порядку? Так. Гляди. Ну, наогул, не тушуйтесь. Ты тут приглядывай за господаркой, а я... Ну, зразумела. Привітання передавайте. Кому, товарищ Бызин? Германскому пролетариату. Счастливо! Счастливо! Счастливо!